Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации 5-го созыва Михаил Ильич Эверстов. Михаил Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Ильич Эверстов, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ 5-го созыва, почетный гражданин Кобяйского улуса, меценат. Родился 16 апреля 1958 года в селе Кобяй Кобяйского района Якутской ССР. В 1987 году окончил Якутский государственный университет по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2000 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук. С 1999 года являлся помощником президента акционерной компании «Алроса». С 5 февраля 2003 года заместитель председателя Государственного собрания Илтумен 3-го созыва. В мае 2007 года возглавил якутское отделение партии «Единая Россия». Заслуженный работник народного хозяйства Якутии, награжден медалью за выслугу лет. Женат, отец 2 дочерей. Михаил Ильич, мало кто знает, что вы являетесь кандидатом экономических наук. Вот интересно, по какой теме ваша диссертация была защищена и как это происходило? Ну, спасибо. Вопрос очень интересный. У меня никогда в последнее время не спрашивали про мою диссертацию. Обычно спрашивают про политику, про спорт, там еще про что-то. Год был 2000-й. Тоже хочу повториться, что 90-е годы у нас проходили очень в таком в хаосе, бардаке, да. Мы не знали, куда мы идем. Совсем недавно как будто мы хотели построить коммунизм. Не смогли построить коммунизм. Потом мы сказали, что мы демократы. Все можно, все. Все, делайте все, что хотите, мы демократы. И потом мы начали говорить, что мы должны сделать и стать рыночным государством. Но в это время я защитил диссертацию. Тема вопроса регулирования деятельности ФПГ, финансово-промышленной группы, на примере акционерной компании «Алроса». И тема была очень интересная, потому что я хотел раскрыть суть, что каким образом внешняя среда может влиять на работу и деятельность крупной компании. В то время наше государство имело, скажем, могла регулировать деятельность компании, деятельность нашей жизни с двух сторон. Это федеральный центр и субъект федерации, допустим, мы Якутия. У нас была двухуровневая система управления. А я пытался доказать в своей научной теме, что мы должны жить в трехуровневой системе управления. Что такое третий уровень? Третий уровень — это мы. Это рабочий коллектив, это профсоюзы, это муниципальное образование. В нашем случае город Мирный, допустим, да, где алмазы мы добываем. Ну, некоторые ученые возражали. Говорю, Михаил Ильич, у нас же на сегодняшний день система управления в России двухуровневая, а вы идете вперед, не лезьте поперек батька в пекло, да, еще рано. Но я защитился и стал кандидатом наук, что даже во время защиты председатель комиссии ко мне подошел и сказал, что Михаил Ильич, ваша монография тянет на докторскую диссертацию. Я очень удивился, и я горд был собой, что это же хорошо, когда ученые принимают и готовы принять меня в свою среду. И в то время я работал помощником у президента Алроса Штурова Вячеслава Анатольевича. Я к нему даже подходил и говорил, рассказал ему об этом. И говорю, может быть, я буду защищать докторскую диссертацию, но вы же кандидат наук, почему вы до сих пор не доктор? Но он ответил, что пока это как-то не нуждается в этом, времени нет, работать надо. Ну, может, он меня и охладил. Поэтому я и не стал доктором наук. Но я не жалею. Следующий вопрос касаемо предстоящего важного политического события. Это выборы в парламент Якутии. Какие у вас прогнозы на этот счет?
Но насчет прогнозов, это дело такое, там, да, сейчас делать прогнозы, ситуация сложная очень. Выборы 9 сентября, я думаю, будут очень сложные. Очень сложные, нам надо готовиться, очень хорошо надо готовиться. И я хотел бы через вас тоже, пользуясь случаем, обратиться к народу Якутии, особенно к нашим сельчанам, да, чтобы они к кандидатам подходили очень выверенно, очень тщательно. И я хочу объяснить людям, кто такой депутат. Депутат, он, во-первых, должен быть представителем народа. Депутат должен именно быть народным депутатом. Почему? Ну, потому что вот депутата мы выбираем, депутату даем наказ, он едет, скажем, со Скалаха, с Кабея, там, с Чурапча там, или еще откуда-то в город Якутск, встречается, допустим, с министром, да, который обязан там каким-либо образом помочь нам. Ну, допустим, построить там детский сад. А министр говорит, денег нету, ждите. Депутат должен настаивать. Поэтому народ должен выбирать такого депутата, который смелый, который грамотный, который, скажем, сильный там во всех отношениях, и который будет защищать прежде всего именно своего избирателя, не думая о себе. Вот я поэтому хочу обратиться к людям, нашему народу, нашим сельчанам. Выбирайте своих, выбирайте известных людей, именно конкретно, которые рядом с вами. Михаил Ильич, вот что сейчас происходит в мире? Какова политическая обстановка? Ну, политическая обстановка в мире очень сложная сейчас. Вот я, например, сегодня к вам шел и встретил стариков на улице. Они меня спрашивают, скоро будет война, как вы думаете? Но я им тоже ответил, что войны не будет. И я тоже вам хочу ответить, что войны не будет. По той простой причине, что президент Америки Трамп, он является промышленником, является миллиардером долларовым. Это человек, который преследует именно конкретно свои цели. Цели у него экономические. И он очень прекрасно знает, там, как другие тоже руководители западных стран, которые окружили нас, да, всякими разными санкциями, что с Россией нельзя воевать, потому что Россия ядерная держава, Россия самая большая, самая мощная на сегодня страна, и по своему арсеналу мы не уступаем Америке. Я думаю, что угрозами со всех сторон, что Россию мы каким-то образом окружим, Россию мы каким-то образом заставят там, нам сдаться, там, на этом все и закончится. Я хочу сказать, что мы должны сейчас избрать такой путь, что, как у нас говорят там некоторые умные люди, да, в кавычках, что мы должны развиваться по европейскому пути или мы должны развиваться по азиатскому пути. Я, например, не согласен с этим. Я всегда говорил, что Россия должна развиваться и идти по своему пути, по пути России. И иногда даже мне кажется, что вот эти санкции, вот это окружение нас со всех сторон, это играет именно нам же на руку. Наконец-то мы должны оторваться от нефтяной иглы, что мы должны обязательно развивать свою промышленность. Мы должны обязательно делать свои товары, российские товары. Мы должны смотреть именно на себя. Конечно, мы отстали очень сильно, но ничего, я так думаю, если мы поднатужимся, мы можем и догнать через какое-то время. Я думаю, что вот эта ситуация, многие говорят, что это началось с 2014 года, именно с Крыма. Но я хочу сказать нет. Эта ситуация у нас начала развиваться с тех моментов, да, с тех времен, когда после 90-х годов Россия стала подниматься. Мы стали сильно развиваться. Вот из этого все это началось. Я это испытал на себя, когда я, будучи депутатом Государственной Думы, был участником подписания пролонгации договора о дружбе между Украиной и Россией. И мы, 10 депутатов Государственной Думы, приехали в город Одесса в 2008 году в июле, и с нами начали работать 50 депутатов Верховной Рады. Вот тогда я вот почувствовал, что именно вот некоторые политики, некоторые руководители Украины, они не хотят дальше дружить с Россией.
Поэтому я даже выступая стал говорить о том, что поэтому к России надо близко находиться к России. Вы же один славянский народ, единый славянский народ, да? Русские, украинцы, белорусы. Вот я не представитель славянского народа, я вот хочу, чтобы вы сблизились между собой. Я выступал там с трибуны. Ну, я даже говорил, что в моем родном Улусе, поселок Сангары, есть шахта, где работают шахтеры с Украины. И поэтому я даже предложил, что давайте я сделаю грант украинским студентам. Пусть украинские студенты пишут рефераты, тема «Дружба народов Украины и России» студентам, чтобы они каким-то образом изучали, там, ходили в библиотеку, друг с другом общались и раскрыли историю там, и посмотрели, что надо дружить с Россией. Я говорю, я часто говорил и сейчас говорю, что у нас есть много политиков, которые красиво говорят, да? Красиво подходят к разным темам, но они не занимаются реальными делами. Я вот, будучи депутатом и вообще я, будучи как человек, я всегда пытаюсь заниматься именно реальными делами. И поэтому у меня вот грант украинским студентам, не только я там в Москве, там еще где-то, я здесь у себя дома тоже имею очень много грантов. Моя семья имеет много грантов. И я, пользуясь случаем, хочу сказать, если мы затронули тему вот такую, да, политизированную, что вот мой зять Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира, он недавно принимал участие в праймеризе партии «Единая Россия» со своего родного округа, это Татинский, Тампонский округ, и он там победил в одномандатном округе. Вот у Виктора Лебедева есть большое сердце. Он, когда один спортсмен получил травму, он пришел к нему в больницу, это был Дима Валеев, да, и он ему 100 тысяч отдал, свою премию, которую он получил как спортсмен. С тех пор он всегда постоянно людям помогает. И вот поэтому я думаю, что человек, который имеет большое сердце, он может работать депутатом, он может представлять народ в этом депутатском корпусе. Спасибо, Михаил Ильич, за интересную беседу. С вами была программа «Акцент». До новых встреч.